не делала рекламу никаким каналам, но сегодня хочу прорекламировать вам один канал. По моему мнению, он очень интересный, называется он «Зали Агент». Залина из Грозного живет в Стамбуле. Она оказывает услугу сопровождения к лучшему доктору на ринопластику. Сопровождает по магазинам в Стамбуле, делает онлайн-закупки без наценки на товар. А также она продает по очень хорошим ценам верхнюю одежду, пальто, куртки из натуральной кожи, ну и так далее. А также для крупных женщин, кому тяжело подобрать верхнюю одежду, вы можете отправить свои параметры, она закажет на фабрике лично для вас и по вашим размерам верхнюю одежду. Друзья, зайдите к ней на канал, может вы заинтересуетесь, подпишитесь и скажите, что вы от меня. Ссылку на ее канал я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Так, и смотрите, какой стол накрыли у меня Аишка с дядей. Да, Аиша? Аишка зеленью посыпала, стаканы принесла, да? Вот, сегодня мне обед не пришлось готовить. Правда, здесь у нас сыро после дождя, но решили посидеть тут под деревом в палисаднике у меня, как видите. Аишка! Свежо, хорошо, друзья. Будем обедать. Очень вкусное блюдо. Вроде бы пахнет так красиво, вкусно. Я так не готовила. Меня любит сын готовить на костре. Позавчера он нам такой плов приготовил. Я такой вкусный плов вообще даже не ела, если честно. Так что запах действительно обалденный. Будем пробовать. Давайте, кто к нам. Такой вот грузинский лаваш купил специально сегодня, поехал. Ну, ездил-то он за мясом, но купил сразу по пути. То вкусно, то невкусно, да, Ишки. Один раз говорит вкусно. Да, Иша? Пистик. Ишка убирает сразу же. То тут напачкали, накрючили, да, Ишка? Вот. Вот. Умнича, мамина. Вот так. Ишка, спать пойдем теперь? Пойдем спать? С кем будешь спать? С каким дядей или с бабушкой? Мама тоже? А папа тоже? Видишь? Все. Спать будете, брашкой. Домовенок. Проснулась, домовенок. Аишка. Все мене. Аишка спала, теперь проснулась, а тут дядя к ее просыпанию уже шашлыки нажарил. Ажил, да, и стол до шашлык шла. Ажил, что-то вы сегодня расщедрились. Обед. Дымляма, думляма, что там у тебя было? Теперь шашлыки. Ашка, Аишка, где шашлык? Где? А мама едет ее? Да. Обещалась с Мадиной приехать. Шашлык, конечно, вкусненький. Там малосольные огурчики принеси, я вчера делала. А мы ешь. Вкусненький, вкусненький, но я не буду уже есть. Свою норму я съела. Вчера себя так плохо чувствовала. Так что шашлыки я больше не буду. Аиша, аизо, мамига, сек-сек, ха? Аиш, привет, а? Ой, Аишка сейчас сонная. Аиша, хозди? Ха. Аирзо, мамига. Хозди шашлыки. Казя. Шашлык хозди. Хач хозюары. Адылтиш сундес. Кяда дылылсын, садах кутсмутсус. Аишка.
Васька. Ну, а сегодня огурчики уже готовы. Очень вкусненькие. Хрустящие. Вредняшку купили. Шутка. А? Ходи здесь, Изя. Молодец. Мои дорогие, доброе утро. Иртик Хелшин, с вами снова Лела. Я в больнице, как видите. Пришла сдавать анализы. При входе обрабатывают руки, выдают маски. Вообще хорошая больница, врачи тоже тут очень хорошие. Я так говорю тихо. Уже сдала анализ, жду, пока подъедет ко мне моя Танзила. Друзья, как видите, у нас пасмурно, сыро, холодно. Но ничего, хорошая погода, если честно. И очень хорошо, что не жарко, то я бы не выдержала с моим таким заболеванием жару. Дождь идет, моросит, вернее, даже. Танзила приехала, сейчас идем, наверное, перекусить что-нибудь, потому что я не ела ничего на голодный желудок. Уже скоро 11 часов. Немножко покажу вам место, где я в Назране. Анализы сдала, результаты будут только через 2 дня. И к врачу сразу пойду с готовым анализом, потому что она меня так просила тогда, вернее, так говорила. Но мне надо было, признаюсь снова честно, я пропустила опять хотя бы одно лечение, все равно надо было делать, но даже 2, но пропустила опять, как всегда. Это у меня, можно сказать, в крови. Пока мне не станет плохо, я не обращаюсь к врачам. Вчера целый день ничего, так было, ну, не очень плохо мне, алхамдулилла, я еще до конца не дошла, но так, знаете, некомфортно уже. Поэтому, хотя мальчики мне давно говорили: мама, иди лечись. Привела меня в какое-то кафе Бахрейн. Это кафе Бахрейн. Бахрейн, да. Хочет заказать суши. Не знаю. Голова болит, если честно. Тут уже кабинки. Кабинка же шаурч. Так, ну вот, принесли нам наши роллы. Суши с креветками, Суши-роллы. суши с крабом и горячие роллы. Вкусно, ма? Вкусно. Приятного аппетита. Вот мне класс. А раньше не хотела кушать, все время говорила: фу, что Не это? знаю, я вообще боялась раньше их есть. Попробовала, понравилось. Теперь пицца с сыром. Икра.
Ну вот, друзья, мы приехали, по пути заскочила в магазин, потому что меня давно одна моя подписчица просила, чтобы я ей купила вот эти вот доски и прислала. И никак у меня не получалось. И думаю, как раз ехали домой. А, Таксист пообещал подождать немножко, бесплатно. Заскочила в магазин, поэтому ничего не сняла. И этот кусочек того, что вы сейчас до этого видели, я просто сняла, потому что некоторые интересовались именно этими чашками, а, тазиками вот этими вот с крышками, не знаю, как их назвать. Поэтому включила вам в ролик как бы. И вот купила ей вот такую доску. 1100 рублей. Не доску, а вернее, а 3 доски и вот такую вот скалку. Вот. Надо будет ей выслать. Заехала сразу же и на почту, но на почте был перерыв. Не получилось у меня посмотреть, есть ли там коробка под нее или что. Вот так вот, друзья. Я только сразу говорю, я их не перепродаю, ничего. Вот сколько они стоят, и за пересылку просто некоторым своим подписчикам иногда отправляю. Дождь, как видите, у нас идет. Сегодня он такой, эти 3-4 дня дождь шел как-то, переставал, солнышко. А сегодня он вот такой вот долгоиграющий, как бы будет целый день вот так вот понемножечку идти. Сегодня такая погода, действительно только лежать и отдыхать. Но лежать и отдыхать, наверное, не получится. Я бы с удовольствием сейчас бы, но я скорее всего, все-таки отдохну, потому что, не знаю, что-то не то, короче говоря. Хоть и не принято говорить о болезнях, но немножко сегодня меня зажало. Но все равно сегодня надо обязательно посолить огурцы, потому что завтра у нас говорят, не будет сутки газа. С 27 по 28 с 9 утра до 9 следующего дня утра у нас отключат газ. Уже объявили об этом, поэтому вчера с вечера мне еще сын собрал огурцы. Мне надо будет солить огурцы. Такая вот огромная кастрюля огурцов он собрал вчера. Я вчера ничем не могла заниматься. И мне их сегодня все-таки придется посолить. Ну вот, мои хорошие. Я отдохнула, полежала. Помыла мои огурчики, как видите. Помыла баночки. Ну, короче, все подготовила к засолке огурцов. Сегодня, правда, ничем больше не занималась. Как приехала с больницы, на обед, как я сказала, я уже привезла из кафе, привезли мы хачапури, потому что мы их там не поели. У меня не поели, по одному хачапури как раз всем домашним. У меня было 3 дома сегодня, ну, с мамой. Маме понравилось, но мне не очень-то вид нравился. Я просто не пробовала, потому что поела суши и роллы. Друзья, действительно, я подсела на эти суши и роллы. Я раньше даже пробовать их не могла. И даже удивлялась, как могут это есть. Оказывается, действительно, это вкусно. И мне понравились. Горячие роллы вообще мне сегодня понравились очень. В тот раз, когда доставка это дело, нам их заказывала, мне не очень-то понравились. А сейчас, да, они были очень вкусные. Так что вот так вот, друзья. Конечно, если бы завтра не отключали бы газ, сегодня я бы их не солила, признаюсь вам честно, потому что еще не полностью пока, ну как-то полностью восстановиться еще, конечно, мне надо дней 10 прокапаться. Но ничего, не будем унывать. Где наш не пропадала. Сейчас быстренько закидаю огурчики. Я просто сегодня снимаю кусочками немножко, вот снимала и в Назране, где была в больнице, да, в кафешке. И сейчас немножко сниму это и выложу влог, потому что уже девочки спрашивают, почему нет влогов, почему ничего не снимаю, что случилось. Поэтому решила хоть что-то, да, выложу вам, чтобы вы знали, что и как у меня, друзья. Не ругайте меня. Я надеюсь, мне будет лучше. Я еще не до такой степени дотянула, что совсем бы не смогла не снимать или совсем что-то ничего не делать. Но ничего, все хорошо. Алхамдулилла, все будет хорошо. Мадина звонила, говорит: мама, я бы приехала, давай я приеду. Я говорю: нет, не надо, чтобы ты приезжала, потому что идет дождик. А у нас кухня на заднем дворе совсем. Под навесом тоже бывает нет, да и сейчас уже там сыро, мокро, а Аишка туда-сюда бегает, она еще в этом корсете, простынет у меня, и пацаненок простынет. Я говорю: нет, лучше ты сиди дома, я даже могу их не солить. Ну, Танзилу я, правда, и не позвала. Танзила даже не знает, что мне их надо солить. У нее там своих там заказы, и то все. Короче, не буду я им, девочкам, тоже
надоедать. Если что, конечно, очень сильно мне надо будет, любая из них ко мне приедет. Я надеюсь. Ну все, друзья, все-таки посолю я эти огурцы сегодня. Без энтузиазма, без желания, признаюсь честно, но надо. Единственное, что я не буду делать, не буду обрезать попки и эти хвостики и кончики, короче говоря. Пойдет. Сойдет и так, как говорилось. Пускай будут так. Сейчас не буду вам показывать, что и как. Я просто их, знаете, что делаю? Закидываю вот так вот в баночку. Я их не равняю, туда не лезу руками. А вот так вот. Хорошенечко бью. И входит очень много огурчиков сюда. Благо сделал хорошо, хоть не их сорвал. Если бы он мне их вчера не сорвал, то они были бы огромные. Потому что мне вчера было не очень-то важно. Ну все, друзья, не буду вас... Ой, зато я вас пошатнула. Отнимать у вас время. Ну вот, друзья, я закончила закладывать огурцы. Уже все, и засыпала и сахар, и соль, и 3 таблетки аспирина. Если что, у меня недавно же есть, по-моему, даже в сообществе стоит ролик, как я солю огурцы, так что там посмотрите. И представляете, я разбила одну банку, ставила одну банку туда и ударила внизу стоявшуюся, отлетело горлышко, оттуда вытаскивала огурцы, аж 3 пореза сделала. С трудом остановила кровь. Все-таки координация движения у меня меняется, когда у меня начинает обострение этой болезни. И представляете, у меня не хватает одной крышки. У меня банок 13, а крышек только 12. Но уже поздно. Делать нечего. Одна банка останется на завтра, наверное. Может быть, успею до того, как закроют газ, закроют подачу газа, купить крышки. Или хотя бы у соседки у какой-нибудь попрошу одну крышечку. Так что все, друзья. На улице снимать не буду, темно. Сейчас быстренько их, скорее всего, даже сына позову, чтобы... Действительно, я не очень-то управляюсь самой, как бы. Может быть, он мне будет ставить и вытаскивать. А закатаю я сама. На этом я сегодняшний свой влог закончу, друзья. Вы меня извините, конечно, но не беспокойтесь, ничего страшного. Я уже привыкла к этому состоянию, как бы знаю, что пока немножко мне будет вот так вот некомфортно. Просто вот это вот сейчас посолю, и пока мне не станет лучше, не буду делать вот таких вот больших, так, как бы, ну это небольшие в принципе, но не буду заниматься такими делами, пока не приду в себя. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. И действительно берегите себя. И не будьте такими глупыми, как я, наверное, не доводите себя до такого состояния. Большое вам спасибо за все ваши комментарии, спасибо вам за участие. Даже заранее благодарю вас, потому что я знаю, что вы будете мне писать и желать здоровья. Большое вам спасибо. Ну, если что, если я не смогу выпускать влоги в сообществе, напишу. Но я надеюсь, я все-таки буду на связи. Всех благ вам, друзья.